Исполнительного кодекса Республики Молдова, также статьи 2 закона РМ о Высшей судебной палате. Высшая судебная палата Республики Молдова не может требовать исполнения судебных решений, так как Высшая судебная палата не является исполнительным органом. И это не относится к компетенции Высшей судебной палаты. Требовать принудительное исполнение решений по гражданским делам может требовать только судебный исполнитель. По словам господина Бургуджи, в Народное собрание поступило якобы ходатайство от Высшей судебной палаты, где требуется, чтобы Народное собрание привело избирательное законодательство в соответствии с статьей 38. Следующий момент. Требование исполнить решение гражданской коллегии трибунала Кишинев, которое было вынесено в 2000 году, принято в 2000 году, не может быть предъявлено в 2015 году, так как трехлетний срок, предусмотренный статьей 16 Исполнительного кодекса Республики Молдова по исполнению решений судебных инстанций по данному иску истек в 2003 году. То есть на исполнение судебных решений по гражданским искам отводится 3 года. Решение было принято в 2000 году, в 2003 году истекает срок исполнения этого решения. То есть в 2015 году, а тут в документе, который в ходатайстве, в копии ходатайства, который предоставил господин Бургуджи, написано, что оно было направлено в Народное собрание 2 ноября 2015 года. То есть задолго после того, как истек срок для исполнения данного решения. Мы обратились в Высшую судебную палату Республики Молдова с просьбой подтвердить подлинность вот этой копии, так называемого ходатайства, которое было ими направлено в Народное собрание Грузии. Потому что среди тех материалов, которые распространил господин Бургуджи во время слушаний, копии материалов, было в том числе вот эта копия вот этого ходатайства, написанная на государственном языке, отправлена от имени председателя Высшей судебной палаты господина Пуали Лунч в адрес Народного собрания, вот его имя, хотя он здесь не подписывается, подписывается какой-то экзекутор. И здесь же на копии стоит входящая корреспонденция, входящий номер Народного собрания Грузии. Мы отправили в Высшую судебную палату. Высшая судебная палата нам ответила по имейлу. Вот ответ Высшей судебной палаты. Вот наш запрос в Высшую судебную палату. Вот ответ Высшей судебной палаты, который мы получили по имейлу. Ответ был получен на румынском языке. Мы его перевели, и вот что говорится в ответе Высшей судебной палаты. Исходящая корреспонденция, поступившая от имени председателя Высшей судебной палаты под номером 189, исходящий номер 189 здесь на копии, от 2.11.15 года, и зарегистрирована канцелярия Народного собрания Грузии под номером 415-03-104, вот этот входящий номер здесь, от 6.11.2015 года, не представляет документ, изданный Высшей судебной палатой. То есть Высшая судебная палата не подтверждает, что она издавала оригинал вот этой вот копии, которая была представлена господином Бургуджи во время публичных слушаний. То есть откуда господин Бургуджи взял копию этого документа, нам не совсем понятно.